вот эти подгузники, они сделаны из бумаги, и получается, что у них объем впитываемости очень маленький. Нам этого недостаточно. Подгузники есть, а толку нет, говорит Гульназ Бареева. Бесплатные средства гигиены для своего сына она получила в ноябре. В составе, говорит женщина, одна бумага, поддерживающей резинки нет. Одного такого подгузника ребенку хватает максимум на 2 часа. У 15-летнего Камиля диагноз ДЦП с рождения. И гигиеническое белье ему нужно круглосуточно, а выдают только 3 на день. 4-5 хороших хватит в день, а такого качества, до 8 штук мы меняем, потому что они рвутся. Если он даже сходит под себя, это все будет уже вытечено. То есть все, вот тут чуть-чуть, если груз есть, то есть он так отклеится, она у меня ходит вот с таким мешком. С аналогичной проблемой столкнулась и Владлена Труханова. Одна воспитывает и 9-летнюю дочку с диагнозом ДЦП. Рассказывает, полгода ждали льготных поставок от фонда соцстраха. Сначала пандемии, потом запоздалый тендер. В итоге новый поставщик выдает подгузники, рассчитанные на малышей, говорят родители. От ФСС мы хотим, чтобы нам поменяли памперс, то есть они сменили, нашли нового поставщика, который уже будет рассчитан на наших взрослых детей. А вот это вот детский памперс, никак не на 9-летнего ребенка. В Татарстане детей-инвалидов подгузниками обеспечивает фонд соцстраха. Госзакупку производят на основе конкурса. Но, как оказалось, жесткие требования к качеству здесь практически отсутствуют. Сейчас единственным документом, по которому регулируется бесплатная выдача подгузников для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, является приказ Минтруда России от 2018 года. Согласно данному документу, единственный критерий для таких подгузников – это вес ребенка. Соответственно, о удержании влаги и впитываемости здесь речь уже не идет. Как нам ответили в фонде соцстрахования, поставщика подгузников выбирают через аукцион, а здесь, как на рынке, чья цена ниже, с тем и заключается контракт. Фонд не имеет права влиять на определение и выбор поставщиков, потому что заключение госконтрактов проходит строго в соответствии с федеральным законом. В надежде добиться качественных поставок родители самостоятельно отправили подгузники на госэкспертизу и со дня на день ждут результата. Уже с ним они поднимут вопрос, чтобы при составлении тех заданий на тендер заказчик мог прописать нужные параметры товара. Здесь родители должны писать мотивированные претензии, как в ФСС, также могут обратиться в наш аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. Конечно, каждое обращение мы берем в работу и также со своей стороны можем выступать с заявлением в адрес ФСС, в адрес Министерства здравоохранения с просьбой изменить эти регламенты для того, чтобы нашим детям было максимально комфортно. Первые результаты совместных обращений, но по другим вопросам уже есть. Всероссийская организация родителей детей-инвалидов добилась увеличения количества подгузников на ребенка. Теперь дети старше 8 лет будут получать 5 подгузников в сутки вместо прежних 3. Наталья Мезина, Рания Абдрахманова, Ильшат Мухаметов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.